Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутске состоялся форум «Друзей созидаем будущее вместе», посвященный 30-летию целевого фонда будущих поколений республики. Форум стал важным событием для представителей власти, общественных деятелей и бизнесменов, которые собрались с целью обсуждения и выработки совместных решений при реализации социальных проектов, направленных на благо детей и молодежи. Наша гостья в нашей студии сегодня Ольга Вешникова, генеральный директор фонда «Единый ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив республики. Ольга Анатольевна, здравствуйте. Доброе утро. В первую очередь, расскажите, пожалуйста, о работе форума и о мероприятиях, которые прошли в рамках самого форума. Да, действительно, у нас прошла напряженная неделя, напряженная, но достаточно приятная, потому что подводить итоги 30-летней деятельности целевого фонда – это, мне кажется, благородное дело. И я сама когда-то была сотрудником целевого фонда будущих поколений, сейчас являюсь руководителем Единого ресурсного центра и проектом, который поддерживает целевой фонд будущих поколений. Поэтому мы прекрасно знаем проектанты и партнеры, соратники фонда, чем он занимается. И задача была, чтобы наши целевые группы, чтобы благополучатели деятельности фонда, всех проектов социальных, инфраструктурных представили свою деятельность, презентовали, и мы подводили итоги конкурсов. У нас прошло достаточно большое количество мероприятий, были приглашены внешние эксперты, поэтому есть чем поделиться с вами. Ольга Анатольевна, давайте все-таки поделимся. Почему так важно, чтобы у компании сегодня была корпоративная социальная ответственность? Да, не секрет, что целевой фонд будущих поколений финансируется за счет крупных недропользователей, такие как Акал Роса, такие как Роснефть, Полиметалл, Эльгауголь. Но действительно бизнес-компаниям, мне кажется, это даже не то, что выгодно, это большой вклад в развитие территорий, в развитии некоммерческих организаций, в поддержку социальных экологических проектов. Потому что корпоративная социальная ответственность – это одно из составляющих программ устойчивого развития, которые принимают крупные недропользователи, бизнес-компании. Это мировая практика, и я считаю, у нас в Якутии уникальная история вложения средств в целевой фонд для инвестиций, для строительства инфраструктуры в социальной сфере и для финансирования уникальных, интересных, социальных, некоммерческих проектов. Вот сегодня существует такое понятие, как корпоративное добровольчество. Расскажите, каким образом оно реализуется в компаниях на территории нашей республики? Собственно, мы свой форум друзей начали с инвест-форума в городе Мирном, где на пленарных дискуссиях с представителями бизнеса и ресурсных центров мы обсуждали, что нужны разные формы поддержки и некоммерческих организаций, и волонтерских акций, движений и различных активностей. Например, акционерная компания «Алроса» финансирует грантовый конкурс «Территория Алроса». Алмаз-Эргенбанк финансирует грантовый конкурс поддержки проектов корпоративных волонтеров. Мы знаем о грантовых конкурсах компании «Полиметалл». А что такое корпоративное волонтерство? Это развитие уже внутренней корпоративной культуры бизнес-компании для того, чтобы вовлекать своих сотрудников в деятельность на территории присутствия, для того, чтобы конечным благополучателем стали население, местные сообщества, некоммерческие организации, но порой это бывают целевые группы в трудной жизненной ситуации. Мы знаем, что новые вызовы нам, во-первых, на деле показали, во время пандемии, пожаров, сейчас СВО, что наши граждане, наши жители, они неравнодушны. И неважно, где вы работаете, в государственной компании, коммерческой или в некоммерческой. Поэтому вот это такое сейчас происходит объединение, единение людей. И мы на площадках форума говорили об исследовании, которое провел Единый ресурсный центр. Практически 100% респондентов говорят о том, что мы готовы, наши жители готовы вовлекаться в добровольческие, в общественные, социальные проекты, акции, быть пробоно волонтерами. Например, банкиры могут стать финансовыми консультантами или проводить проекты по финансовой грамотности. Согласитесь, это очень актуально.
Ольга Анатольевна, в рамках форума также подвели итоги конкурса «Иносфера-2023». Вот расскажите, какие проекты победили в нем и в чем их новизна? Ну, уникальность этого конкурса заключается в том, что при поддержке бизнеса, если более конкретно при поддержке бизнес-компании «Эльгауголь», целевым фондом будущих поколений был проведен конкурс «Иносфера», и мы, как единый ресурсный центр, наша задача была участников обучить проектному мышлению, чтобы проекты были структурированы, актуальны. А на что они направлены? Направлены они на создание инновационных центров. Ну, это уникальная история для Якутии, я считаю, потому что инновации, креативной индустрии мы продвигаем в детских садах, в школах, в библиотеках, музеях, в центрах духовности нашей республики. Было достаточно много конкурсантов, но первый отбор прошел, и к нам на презентацию 22 июня приехали, ну, я считаю, такие везунчики, 20 команд со всей территории республики для того, чтобы презентовать свои проекты, защитить их перед комиссией. У нас были внешние эксперты, это Жанна Котова, федеральные эксперты достаточно многих грантовых федеральных конкурсов, в том числе Росмолодежи, Алексей Матвеев, это руководитель проектного офиса «Культура Санкт-Петербург». И наша задача была поддержать действительно достойных, и 10 миллионов рублей улетели в 10 территорий, в учреждения. И я еще раз хочу отметить, что не некоммерческие организации участвовали в этом конкурсе, а именно учреждения. И сейчас откроют свои двери медиацентры, IT-центры, изучение управления беспилотными аппаратами. В детских садах у нас развиваются креативные индустрии, анимационные студии. Я считаю, это здорово, потому что наша республика одной из первых поддержала концепцию развития креативной экономики, и мы, наверное, недаром несем имя самого креативного региона в стране. То есть проекты вот эти представляли дети по там... Нет, проекты представляли проектные команды. Это мог быть директор гимназии, методист, психолог и, например, преподаватель цифровых индустрий. И в результате, мне кажется, победили сильнейшие, но я надеюсь, что те, кто не победил, они не расстраиваются, будут принимать участие в следующем году, потому что это был не просто конкурс, а была акселерационная программа. Как раз 20-21 июня проводились проектные лаборатории, встречались с креативными людьми, с режиссерами, с продюсерами, и мы обучили проектированию, поэтому это, мне кажется, задел на будущее для того, чтобы участвовать в других конкурсах страны и республики. Такой самый настоящий мозговой штурм. Конечно, так оно и было. Ольга Анатольевна, над какими социально ориентированными проектами сегодня работает единый ресурсный центр вместе с целевым фондом будущих поколений? Ну, наша задача – это как раз внедрение проектного мышления, то есть обучить технологии социального проектирования лидеров местных сообществ, некоммерческих организаций. Но основной упор мы сейчас делаем на детей и молодежь. И вы видите, сотрудники учреждений тоже не остаются в стороне. Прямо сейчас объявлен конкурс президентского фонда культурных инициатив, то есть это могут быть коммерческие, некоммерческие, муниципальные учреждения могут принять своими великолепными проектами в этом конкурсе в сфере искусства, культуры, креативных индустрий. А наш новый проект, это я могу поделиться уже сейчас с экранов, в том, что мы стали на Дальнем Востоке оператором благотворительного фонда Елены Геннадий Тимченко, и с 1 августа на Дальнем Востоке мы будем проводить большой конкурс для поддержки детских и молодежных проектов уже Дальнего Востока. Так что мы выходим за пределы. А давайте подробнее на нем остановимся. В чем вот суть? Давайте. Это действительно интересная история, потому что у нас уже стираются границы. Да? Мы раньше говорили о том, что идет беспрецедентная поддержка некоммерческих организаций или молодежных проектов, волонтерских. Мне очень импонирует, что и такие благотворительные фонды, которые, кстати, созданы, да,
так скажем, людьми из бизнеса, как раз благотворительный фонд Тимченко, благотворительный фонд Потанина, поддерживаются на местах проекты именно в малых территориях, то есть арктические территории, Чукотка, Магадан, наша арктическая зона, малые города и села могут отправить свои проекты, где дети раскрывают свои возможности, и где дети социализируются, где дети проявляют свою активную гражданскую позицию, в том числе и сейчас необходимую патриотическую историю нужно в нашем молодежном и детском сообществе, конечно, развивать. Поэтому, мне кажется, этот конкурс, он очень кстати сейчас, он действительно актуален. Мы долго работали над названием, и даже названия еще пока нет. Я вам открываю сейчас, может быть, небольшую тайну, но вообще по каждому федеральному округу такие сейчас грантовые конкурсы будут объявлены. А еще мы делаем, конечно, большую историю, когда в Арктическую креативную академию мы подвели к тому, чтобы наши конкурсанты приняли участие в конкурсе «Календарь предков». Это арктические территории. И детские молодежные проекты были объявлены уже победителями. И это сохранение нематериального культурного наследия нашей Якутии, которое будет размещено в Национальной библиотеке на портале. Ольга Анатольевна, ну в завершение я предлагаю все-таки вернуться к форуму и подвести кратко его итоги, вот лично для вас. Ну, как вы объявили сначала, что действительно мы в последний 23 июня, последний день форума, мы говорили о выработке решений, может быть, новых горизонтов. И была проведена такая стратсессия близких партнеров целевого фонда будущих поколений, руководителей проектов. И мы говорили о том, что почему бы целевому фонду не стать продюсерским центром для креативных новых проектов. И мы, конечно, желаем большого будущего, процветания целевому фонду, потому что он развивается, мне кажется, в современных реалиях достаточно бурно, мощно, и каждый чувствует, школьник, который пошел в новую школу, в новый клуб, в музей, библиотеку, чувствует, да, вот эту причастность к деятельности целевого фонда и вкладу, еще раз хочу сказать, крупному вкладу наших бизнес-компаний. И мы говорили о том, что здорово, когда мы привлекаем внешнее экспертное сообщество, и также говорили о том, что нам нужно привлекать новых партнеров, в том числе в бизнес, целевой фонд, для того, чтобы расширять географию целевого фонда. Ну и параллельно у нас шла площадка как раз по лаборатории креативных пространств, где наши конкурсанты и наставники Арктической креативной академии подводили итоги и говорили о своих достижениях. Я думаю, что каждый унес с собой кусочек тепла, знаний, новых навыков. И самое главное сейчас это партнерство. Партнерство власти, общества и бизнеса. Только в объединении и в созидании мы сможем с вами достигнуть хороших результатов, повысить качество жизни и жить в достойной, красивой республике. Ольга Анатольевна, ну могу с вами только согласиться. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч!